Барс Медиа представляет. Я врач, я заканчивала медицинскую академию, я заканчивала ординатуру по дерматовенерологии и работала врачом-косметологом еще в то время, когда буквально в городе Бишкек, наверное, было 2-3 косметолога, не больше. Это примерно был 2006 год. И в то время вся пластическая хирургия и косметология сводилась к какому-то минимуму процедур и операций. Допустим, в косметологии мы занимались чистками лица и массажами. То есть я помню, часами сидели, мы делали массаж. Очень мало было профессиональной косметики на тот момент. А в городе, наверное, только работали на одной израильской косметике, Кристина, наверное, знаете. Сложно было в то время начинать, но тем не менее сейчас ту косметологию, эстетическую медицину и то, что есть сейчас, это не сравнить. Отрыв не длиной в 10 лет, а длиной, наверное, в 20, 30, 40 лет. Огромными, быстрыми темпами все развилось. Я, наверное, еще и организатор. Да? То есть я не просто врач, а мое призвание – это организовывать, мотивировать, объединять, создавать. Да? Некоторые называют это красивый созидатель, да? Может быть, созидатель в какой-то степени. В какое-то время мне пришлось выбирать между тем, чтобы стать хорошим, очень хорошим специалистом, врачом и экспертом. Да, то есть либо я должна колоть, оперировать, ставить скальпелем, либо я должна учить людей это делать, собирать людей, учить людей обучать друг друга, делать систему, организовывать сервис, то есть заниматься организационными работами. Потому что на 2 стульях оказалось не усидишь, это нереально. Кто я еще? Я мама 3 детей, у меня 3 мальчиков. Вышла я замуж довольно-таки поздно, потому что медицинский институт – это такое ответственное дело, что сложно очень параллельно строить семью, руководить, быть хорошим специалистом. Моим детям, самому старшему сейчас 12 лет, самому маленькому 3 годика. Кто я еще? Не знаю, наверное, это мои 3 самые основные роли в жизни. Не поверите, но я начинала свою работу с обычной поликлинической работы. Я была врачом-дерматологом в поликлинике, причем не самой благополучной поликлиники с таким неблагополучным эпидемическим фоном, да, в плане дерматологии. Это район кожзавода Дурдой. То есть там все новостройки, очень много чесотки, очень много. Для меня, как для врача, это, конечно, был бесценный опыт. Далее у меня был один кабинет в косметологии. То есть начинала таким же салонным косметологом, но я проработала также еще в терапии. То есть я попробовала себя во всех ипостасях. Я попробовала себя в скорой, я попробовала себя в терапии в районной больнице, где на 16 палат один врач, и тебя еще ставят заодно дежурить, потому что ты не замужем, да? Сутками ты там ходишь на дежурствах. Это, конечно, я считаю, что так закаляется сталь. Хорошие врачи, так они растут. Потихонечку этот кабинет превратился в 2 кабинета, потом в 3 кабинета, потом в 4 кабинета. И вот так присоединилась пластическая хирургия. Сначала я была просто очень хорошим врачом. Наверное, врачом, которому результат лечения был важнее, чем пациенту. Да? Как есть хорошее очень изречение, да, если ты хочешь много заработать, ты должен просто работать, не думать о заработке. Это да, секрет, особенно врачебный. Ты должен просто учиться и быть хорошим специалистом, а народ тебе потянется. Хорошего врача всегда прокормит народ. У меня лично всегда были очереди. И потом присоединилась пластическая хирургия, потому что все хотели сделать веки и так далее. Я взяла на работу пластического хирурга, он потом основал другую клинику. В общем, отсюда, конкретно с клиники Сагымбаевой, со школы клиники Сагымбаевой вышло 14 пластических хирургов, которые работают во всех клиниках города на данный момент. Я считаю, что у нас такая сильная база, практическая база.
Потому что теорию, да, они стояли, ассистировали, всюду смотрели, но реально попробовать взять в руки, сделать, сказать, не бойся, давай делай, мы разделим все риски, я отвечаю за твою работу, это мало кто решится. Вот, и вот я на это решила. Сейчас со временем я вот понимаю, как это было все страшно, как я сильно рисковала, но, видимо, это вот молодость и горячность моя была. Уровень конкуренции высокий, да. Мы сами отсюда вывели 14 хирургов, да, то есть наших же конкурентов. Ну, я, например, вначале очень сильно, ну, не то что переживала, ну, я думаю, как так люди так поступают, да, ты их обучаешь, они вырастают и уходят. Сейчас я понимаю, что это просто закон жизни, это нормально. Вот, ну, и хотелось бы, чтобы они также кого-то растили. А те, в свою очередь, растили других. И чтобы мы, Кыргызстан, становились сильнее в этой сфере. Мы и так сильнее, чем другие республики. Вот Казахстан к нам приезжает, Узбекистан. Но хотелось бы, чтобы еще объединились. А сейчас у нас нет объединения. Вот это вот немножко грустно. Чем больше ты отдаешь, тем больше тебе, пусть с другой стороны, но тем больше тебе отдается сверху. Поэтому я готова, почему бы нет. Буду делиться. Если он у меня большой, почему бы нет. Мы жертвуем каждый день. Да и не только я. Любой бизнесмен жертвует своим временем. Например, вот, хочется спать, или хочется с детками посидеть, полежать, пообниматься, обнимашки, целовашки утренние. Это все бросаешь и идешь. Вечером тебе что-то нужно, вот, допустим, домой, да, хочется с детками, они сидят, ждут, а ты сидишь на бизнес-встрече какой-то, да. Вот вчера я допоздна сидела с врачами, потому что мы их привезли с США. Надо было им показать Бишкек и так далее. Ты не смотришь на свою усталость, на свою занятость, на свою болезнь. Это жертва тоже, правильно? Ты жертвуешь своими знаниями, ты даешь знания людям. Кто-то остается, кто-то уходит. В итоге получается, что сколько как бы, неоправданных надежд. Ты жертвуешь своим здоровьем, потому что это нервы, это постоянные нервы. Вот у нас операция идет, и не знаю, вдруг кислородный концентрат становится. У одной сердце остановилось во время операции. То есть каждый день ты вот так вот живешь на этом. Одна проснуться не могла от наркоза. Но это же человеческий организм, ты не можешь угадать. Это же не одна такая система. Как он, где он замкнет, ты не знаешь. Вот. Ну, всюду жертвует. Кто-то, например, глазки не понравились, может написать жалобу. Ты жертвуешь временем, нервами, опять с ними сидишь, работаешь. Ну, это все жертва. Интересный вопрос, хороший вопрос. Ну, смотрите, мы начинали этот бизнес здесь, на этом месте, 5 лет назад. А вообще уже почти 10 лет, да, как мы кочуем. Вот здесь мы 5 лет. Тогда было, когда я сюда переехала, мы переехали с клиникой, мы приняли такое решение. Все, мы отходим от того, что вот Айнура Саганбаева, мы говорим клиника Саганбаева, клиника, делаем бизнес-аккаунт, раскручиваем Инстаграм бизнес-аккаунт, ложим работу и так далее. Все отлично, замечательно, реклама на телевидении, все прекрасно. Работали, сменились куча маркетологов, всех их опять обучала я, потому что, маркетолог это хорошо, но медицинский маркетинг это совершенно по-другому. Тут надо понимать, где красиво, как поставить работу. У нас же в основном до и после, правильно? И потом раз и перестала работать. Причем тут уменьшился поток пациентов. Вроде бы работаем так же хорошо. В чем проблема? Потом я поняла, что сейчас совсем другое время. Сейчас работает личный бренд. Да? Потом я начала вести страницы. Поначалу мне это было очень тяжело. Закрытый человек, не хочется, да, себя показывать, где ты, какие у тебя переговоры, да, где у тебя какие явки, пароли и так далее и тому подобное. Я поначалу просто не знала, что я буду показывать. Я вот год вот так вот бултыхалась, что мне показать, что мне снять. Если бы я была колющим врачом, я бы там своих пациентов показывала или операции свои показывала. Это показать не могу. А я рассказываю честно, как она есть, о том, как трудно быть женщиной, как трудно быть мамой, как трудно быть в бизнесе, какие сложности бывают. Я открыто говорю, что мне сложно иногда разговаривать с сотрудниками, бывают недопонимания, но мы их решаем, да, что у меня может ребенок заболеть, а людям это оказывается интересно. Вот, и я считаю, что сейчас личный бренд работает, только личный бренд. Первая операция у меня каждый раз, когда приходит новый хирург. Для меня это каждый раз первая операция.
Первая операция в клинике длилась 5 часов, блефаропластика. Делал ее когда-то Максут Кадыров. Сейчас он известный пластический хирург. 5 часов длилась операция. Для меня это было... У меня сердце чуть не выскочило. Я думаю, что же он там делает? И вот так каждый раз, с каждым новым хирургом. Помню, была Гульзара Алибаева, она сейчас тоже в здоровье работает. Первая операция 5 часов, забрызганные стены, кровь на пол. Вот так вот через это мы проходили. Ну, потом они сейчас очень хорошие хирурги. И вот каждый раз вот это, каждый раз. Сейчас у нас уже, конечно, проще. Сейчас уже у нас поставлена система наставничества. И уже ребята год ассистируют, смотрят, помогают. Потом они уже под присмотром заходят. Сейчас это уже все поставлено. Тогда некому было обучать. И вот так вот начинали. Так что каждый раз как первый раз было. Я была бы дизайнером. Это точно. Мне нравится делать красоту. Это вот, кстати, да, вчера мы сидели с врачами, это гинекологи, статисты, они делают лабио, кольпа, там, уменьшают половые губы, надувают, там, работает с кожей промежности, влагалища, на сексуальные ощущения, да, то есть мы работаем на чувства людей. Косметология тоже, надуваем филлерами, ботоксами, но тоже работаем на чувства, чтобы человек себя почувствовал. И вот и мы сидим, говорим, вот мы все врачи вроде, но мы все статисты. Мы не просто врачи, мы врачи, которые понимают, любят и ценят красоту. То есть в любом месте, вот как, допустим, оператор, да, вот здесь красиво, а вот здесь некрасиво. Вот они тоже, вроде гинекологи, но у них тоже вот это чувство сильно развито. Оказалось, у нас врач-гинеколог, она вазы делает дома, она кососумки делает. Девочки-косметологи тоже у них какое-то хобби из эстетики. И мы, оказывается, любим красоту и прекрасно. Поэтому я, наверное, была бы дизайнером. Может быть, дизайнером интерьера, может быть, дизайнером одежды, но я бы все равно занималась красотой. Сейчас я тоже занимаюсь красотой, но медицинской. Что-то создать такое, да, может, это звучит обыденно, да, все так говорят, я хочу там великим, но это реально так. Я хочу немножечко поменять мир, вот так, как я смогу, пусть вот капелюшечку, но поменять. Мы занимаемся флебологией, у нас лечат варикоз лазерным методом, допустим, сейчас у нас прилетит со Астаны доктор. Мы развиваем эту проблему тоже, решение этой проблемы тоже. Вот. Из пластики самая сложная операция, наверное, блефаропластика. Потому что даже делая груди, даже моделируя фигуру, сейчас, да, вот, очень интересно, сейчас модное название, забыла, но перевод в том, что красивая мамочка, да. То есть после родов у женщин фигура меняется, и потом берем отсюда жир, закачиваем в попу, закачиваем в груди, меняем фигуру. Даже не это. Вот самое сложное — это блефаропластика. Потому что строение азиатских глаз, оно очень сложное. Казалось бы, что лучше идти на блефаропластику к опытному хирургу. Нет. Нужно идти к молодому, у которого еще глаз не затуманился, у которого еще четкое зрение, и которому эта операция еще не надоела, потому что дальше идет шаблонность. И заметьте, многие опытные пластические хирурги у нас в Средней Азии потом отходят от этой операции. Даже проанализируйте, многие не делают, потому что с годами это становится очень сложно. Вот такие нюансы есть, которые мы знаем. Допустим, если операция подместна на безбальную блефаропластика, пару дней отек, это не боль. Вот боль после кальпарофии, уменьшения влагалища, боль после мамопластики, потому что под мышцу имплант суется, боль после липосакций. 3-4 дня. И еще это зависит индивидуально от такого болевого порога, болевой чувствительности. Кому-то не очень больно, а кто-то там не могу, умирает. По-разному. Вот у нас девочка была, которая, не знаю, за 3 дня, наверное, столько всем мозг вынесла, честно. Тоже порог очень низкий. Она должна знать, во-первых, что операция изменит ее внешность, но она не изменит ее жизнь. Изменить жизнь она должна здесь.
Потому что многие рассчитывают решить свои какие-то жизненные проблемы этой операцией. Да, в какой-то степени они решаются, но пока ты сама не изменишься внутри, пластическая операция тебе жизнь не поменяет. Во-вторых, она должна знать, что пусть это пластическая, но это операция. И, соответственно, там будут риски. То есть мы, пластические хирурги, там, косметологи, мы не можем гарантировать, что получится вот все идеально. Все может получиться так, как захочет этого организм. То есть где-то может быть отек сильный, где-то может быть какая-то, не знаю, если она там неправильно обработает, да, инфекция. То есть нужно понимать, что есть риски. И нужно понимать, что пластическая операция может быть повториться несколько раз. То есть какие-то коррекции, возможно, будут, потому что не у всех тело одинаковое, у всех оно реагирует по-разному. Вот эти 3 вещи нужно четко понимать. Мы все время хотим меняться. Просто кто-то может себе позволить только ногти поменять, а кто-то может себе позволить грудь поменять. Все зависит от финансов, да, от какого-то настроя. Вот. Насчет того, что вот некоторые себя уродуют, да, пластикой, это уже психологическая болезнь. Просто журналисты, они любят это смаковать. Да, ой, смотрите, какая страшная она после пластики. Но это психически больные люди, которые себе там рвут волосы, да, есть люди, шрамы наносят. А есть вот такие же больные люди, которые приходят и себя бесконечно меняют. Есть женщины, которые чуть ли не каждый год приходят на пластику, но по ним не скажешь, что была пластика. То есть где-то какие-то мелочи себе корректируют, да. В один год пришла грудь поставила, в другой год пришла там попу накачала, да. Третий год пришла там веки подняла, 4-й год пришла брови подняла. Вот так себя постепенно меняют. Но это не болезнь, это норма. Работать не ради денег, а работать ради того, чтобы стать хорошим специалистом и ради того, чтобы делать людей красивыми. Такая это профессия. Ты должен прийти сюда для того, чтобы приносить радость людям. А если ты принесешь людям радость, они сами принесут деньги. Вот здесь одна болезнь у специалистов – доллары в глазах. Это очень плохая болезнь. И если у специалиста это уже появилось, он не вырастет далеко. Вырастут только те люди, которые работают на результат. А когда будет результат, люди будут хоть в кусты он залезет, люди к нему будут записываться на месяцы вперед. Вот это бы я посоветовала. Учиться, развиваться и работать на результат.